Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Елена Васильевна Козлова, член Союза писателей России, прозаик, один из ведущих писателей, который пишет для детей. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте. Наша сегодняшняя беседа будет о литературе, творчестве, стихах и прозе. Елена Васильевна, а вот когда вы были ребенком, о какой профессии вы мечтали? О профессии, наверное, в разное время о разных профессиях. Я когда-то мечтала быть учительницей, когда-то даже шофером мечтала быть, и милиционером. Всякие мечты были, но после к завершению школы уже я мечтала быть библиотекарем. Я очень любила читать, я очень много читала. У нас я родилась в маленькой деревне, но у нас была очень хорошая библиотека. Я перечитала, можно сказать, все книги оттуда и всегда мечтала жить рядом с книгами. Но ваша мечта сбылась? Частично, да. Вы стали... Библиотекарем я не стала, но сама стала писать книжки, работаю в Союзе писателей, с писателями и частый гость библиотек. Так что можно сказать, что частично да, ваша мечта сбылась. Да. А в школе как вы относились к литературе? Литература – это мой любимый предмет. У меня очень хорошие учителя были. Это по коми, языку и литературе Поповцева Гаиня Васильевна, у нас знаменитая учительница. А по русскому языку и русской литературе Феденев Евгений Александрович был очень тоже интересный преподаватель. Я его очень хорошо помню. И поэтому они как-то сумели, наверное, привить любовь. Или это у меня уже изначально было заложено, потому что я с детства читала очень много. Вы по профессии филолог. Да. У вас диплом филолога. А как-то это влияет, диплом, на творчество? Или это какой-то дар свыше? Это очень трудно говорить об этом, но какие-то систематизированные знания нужны. Не обязательно получать диплом филолога, не обязательно заканчивать литературный институт, но когда ты заканчиваешь это образование есть у человека, тогда он просто... Там же, когда учишься в институте или в университете, очень много читаешь. Очень много уже читаешь той литературу, которая рекомендуется, и просто начинаешь больше разбираться. Когда в детстве читаешь, это бессистемно читаешь. Какие произведения выбираешь сам. А там это система, и эта система, конечно, дает определенные знания, определенные начинаешь понимать. Но писатель не имеет высшего филологического образования, но есть и природный дар, и он также развивается. Но для того, чтобы развиваться, все равно нужна писательская среда. В писательской среде, когда писатели встречаются друг с другом, читают свои произведения, высказываются, это тоже учеба. А самое лучшее, конечно, учеба это в литературном институте, где и обсуждают произведения, обсуждают сразу уже написанное, дают советы мастера. Это, конечно, самое лучшее. А кого вы могли бы назвать своим наставником в литературном творчестве? По жизни я, наверное, коми-писателей, потому что когда я опубликовала сначала свои произведения, первые произведения написала стихи, они были опубликованы, потом я написала рассказы, меня пригласили на семинар молодых авторов республики. Кстати, эту традицию мы до сих пор продолжаем. И сейчас мы тоже молодых, и тех, кто проявили себя, тоже приглашаем, и тоже на семинаре мастера обсуждают произведения молодых. Также и меня пригласили в свое время, и как-то меня одобрили мои именно детские произведения. Сказали, что у меня хорошо получается для детей, и я решила, раз получается хорошо для детей, я буду писать для детей. Так получилось, что я для взрослых тоже пишу, но гораздо меньше. Значит, Елена Васильевна, вы пишете сказки? Не только сказки, повести, рассказы. Да, вернемся к сказкам. Да. Значит, у вас в вашей душе где-то живет еще девочка, которая верит в чудеса? Естественно. Без этого, наверное, трудно писать. Да, мне очень нравится во что-то верить. Так же, как, наверное, детям. Я, когда пишу детские произведения, я почему-то думаю, что дети меня поймут.
Вот. А вот взрослые иногда сомневаюсь, поймут или не поймут. Но у Бывает вас такое. был тоже опыт, вы вот, был издан такой сборник. Да. Тут включены произведения для взрослой аудитории, Да, читателей. А что вам больше понравилось, писать для детей или вот для взрослых? Мне больше нравится для детей писать. Все-таки для детей, да? Да. Это там окунаюсь в этот мир детства, фантазирую. Мне это очень нравится. Ну вот этот опыт написания для взрослой аудитории вы будете продолжать? Да, у меня сейчас написано, можно сказать, уже в черновом варианте 2 рассказа для взрослых. Буду предлагать в журнал. Недавно опубликовали у меня рассказ на острове Родос Дивылын в Айвукоджеве. Так что я для взрослых тоже пишу, но меньше. Елена Васильевна, вы пишете на каком языке? Да. А пробовали или на русском писать? Да, пробовала. И как этот опыт? Да ничего, напечатали. У нас же это, как бы, первый критерий оценки, это напечатают или нет. Потому что даешь произведение, как напишешь, даешь в журнал. В журнале сидят специалисты, которые читают, по целым дням читают произведения. И они очень опытные, они в первую очередь читают и уже решают, брать или не брать в журнал. Если в журнале напечатали, в литературном журнале, в любом, то значит достойно уже произведение. Вы будете продолжать это, да? Ну да, наверное. Я знаю, что ваши произведения переводятся. Обычно вы пишете на коме, а затем они идут на русском языке. Кто является вашим переводчиком? Ну, у меня самым основным переводчиком это наша всем известная писательница Елена Габова. Она перевела все основные мои произведения. Вот. И еще у меня перевел один рассказ Суворов Александр. И этот рассказ у меня вообще напечатали, можно сказать, во многих-многих литературных журналах России. Во многих городах печатали, даже в Казахстане. Вот благодаря его переводу. Еще переводил у меня рассказы Петр Штолковский, тоже очень удачно. Ну, они опытные писатели, конечно, они хорошо переводят. Ну и в последнее время я очень сотрудничаю с русским писателем Павлом Черкашиным. Он приезжал к нам в нашу республику, неоднократно выезжал вот на праздник Коми-книги в Удорский район. Вот как-то мы с ним познакомились, и у нас так завязалась творческая дружба. Я его произведения переводила на коми-язык, он мои на русский язык. Вот эти мои переводчики. И это удачные переводы у вас? Удачные. Потому что их Удачные, читают потому что не только в нашей республике. Да. А на русском языке я написала 2 произведения, на русском рискнула. Одно произведение я написала рассказ про своих внучек. Рассказ напечатали в «Радуге», в журнале «Радуга». И еще один рассказ, даже не рассказ, а сказ я назвала, сказ о Сильвестре Обнорском, это святом. Я написала, можно сказать, по заказу. Мне это заказали из Москвы написать о учениках святого Сергия Радонежского. Вот. И вот предложили из 2 вариантов выбрать. Я выбрала Сильвестра Обнорского, я изучала его биографию, и я написала на русском языке вот этот сказ о Сильвестре Обнорском. Он пока напечатан только в нашем журнале «Арт». В журнале «Арт» напечатан. А скажите, Елена Васильевна, вы что-то читаете современных авторов? Ну да, читаю, конечно. Вот какая сейчас у вас, на какой странице, какая книга раскрыта? У меня сейчас 2 книги. Это вышла книга, новая книга, не знаю, в библиотеке у вас есть или нет. Это автор родом из Карткировского района, это Алексей Мишарин. Он написал и перевел как раз вот Александр Суворов тоже, и его произведение «Коса на камень» на русском языке, она издана на русском языке. Вот эта книга у меня сейчас на столе. И еще у нас появился новый автор, это Игорь Бобраков. Он написал роман, издал в Москве. И вот это 2-я книжка, которая у меня на столе, которую я дочитала. Елена Васильевна, спасибо большое за интересную беседу.
И мы с читателями ждем новых книг.